те операции, которые необходимо, не посещая банк, внести денежные средства на счет через практически любой банкомат, который у нас установлен с функцией приема денежных средств, и денежные средства моментально оказываются на расчетном счете. Соответственно, оперативность ведения бизнеса, оперативность доступности банковских услуг, она в разы возрастает. Ну, как один из таких примеров на текущий момент у нас активно внедряется, в том числе и подключение и направление электронных счетов фактур. То есть мы полностью отказываемся от бумажного документооборота как с клиентами, так и призываем клиентов как меньше совершать операции бумажных, которые, во-первых, удлиняют сроки, во-вторых, создают ненужную функцию, такую как складирование, хранение. В электронном носителе место занимает значительно. Электронный документооборот юридически значимых документов. Да? Значит, он может отправлять своим контрагентам договоры на подписание, всевозможные там, счета, фактуры и так далее, да, через защищенные банком каналы связи. Это направление документов не через e-mail, да, когда вот эти все ящики как бы это не являются надежным средством защиты и так далее, там сохранность не гарантируется, а именно вот открытая эта почта, да, а это именно закрытый канал обмена, который клиент вот может организовать со своим контрагентом обмен. Вот. А для малого бизнеса это вот очень удобное приложение, прямо через сам Сбербанк Бизнес Онлайн, через свою 1С-очку организовать вот этот вот обмен электронный юридически значимого документа оборота. Это как бы вот для предприятий, которые взаимодействуют с контрагентами там, в других регионах, да, огромный как бы вот возможности просто очень хорошие возникают, да, потому что не нужно тратить время на пересылку документов и так далее, да, получается все в онлайн-режиме, согласование договоров очень быстро может проходить, да, и все это самое, вот то, что главное, это в защищенном канале происходит. Сейчас многие предприниматели пользуются обычной открытой почтой, но это, конечно, не гарантирует никакой сохранности, там, конфиденциальности и так далее.